Слово «ковид» знакомо практически всем с 2019 года. Это потенциально тяжелая, острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом. Она представляет собой опасное заболевание, которое может протекать как в легкой форме, так и тяжелой. Сейчас настораживает новый штамм этой болезни – пирола. На сегодняшний день в Республике Ингушетия случаев заболевания новым штаммом пирола не зарегистрированы. Сейчас в Российской Федерации всего зарегистрировано 10 случаев пирола, это 3 случая в Москве и 7 случаев в Санкт-Петербурге. Но хотелось бы отметить, что данный штамм пирола, он не отличается особо от омикрона, который у нас регистрировался. Пирола – это и есть мутировавший омикрон ковида-19. Новые штаммы могут вызвать как легкие бессимптомные формы, так и достаточно тяжелые. Опасными могут быть бактериальные осложнения вирусной инфекции. Симптомы остаются все те же. Это высокая температура, затрудненное дыхание, чихание, кашель, заложенность носа, боли в мышцах и груди, головная боль и слабость. Также возможны тошнота и рвота. Поэтому Минздрав и Роспотребнадзор уведомляют жителей о том, что лучше подстраховаться и защитить себя от нежелательных последствий мутировавших вирусов. Тем более, если учесть, что сейчас сезон других вирусных заболеваний. Основная мера профилактика – это соблюдение правил личной гигиены, это соблюдение дистанции в местах скопления людей, это ношение все-таки масок. И если все-таки есть дома, кто болеет с такими жалобами, сесть, это все-таки нахождение дома и проводить профилактику дома. То есть это мытье рук, это санация ротовой полости, носа, это применение антисептиков различных, это применение противовирусных препаратов. Если все-таки болеют, это, конечно, в первую очередь это обратиться к врачу или вызвать врача на себя. Хоть случаев заражения в республике пиролой и омикроном нет, но остаются единичные – ковидом. От 1 до 5 случаев на протяжении месяца, обнаруженные ПЦР-тестом. Они протекают не в тяжелой и даже не в средней тяжелой форме. Идут наряду с похожими вирусными заболеваниями – гриппом и ОРВИ. Сейчас до конца ноября еще актуально сделать, кто желает сделать прививку, можно. До конца ноября месяца вакцинацию можно проводить. Пока еще нету такого роста заболеваемости. В любом случае, вакцина, которая сделана от гриппа, она тоже может защитить и от ковида, и более в легкой форме может без осложнений протекать заболевание. Обеспокоенность у многих в России вызывает и гонконгский грипп. Первые случаи заражения которым были выявлены в конце октября в нескольких регионах. Но специалисты отмечают, что повода для беспокойства нет. Грипп не отличается от других вирусов и протекает характерными симптомами для гриппозной инфекции. На случай заражения такими вирусами у нас в регионе есть необходимые вакцинации, и открытие новых отделений для больных сейчас не требуется. Мадина Цора, Мурат Гуражев, Новости 24.